30 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,25 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2492 до 10,18 сомони, 1 евро от 10,2512 до 10,21 сомони, 1 российский рубль от 0,1660 до 0,1685 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после заметного роста торговым днем ранее, когда марки Brent снова закрепилась свыше $100 за баррель. Так, нефть марки Brent находится на уровне $102,48 за баррель, марки WTI составляет $96,81. Цена на золото во вторник утром несколько опускается, находясь ниже $1750 за тройскую унцию. Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. Общий объем государственного бюджета Таджикистана в январе-июле текущего года составил свыше около 17,9 миллиардов сомони. Об этом сообщает Министерство финансов республики. Это на 2,3% или на 411,4 миллиона сомони больше уточненного плана по доходам бюджета. Перевыполнение бюджета связывается с ростом налоговых поступлений, доля которых в доходной части составила 67,5%. Плановые показатели в первую очередь удалось превысить за счет НДС, акциза и налога на доходы. Напомню, что с 1 января текущего года заработал новый налоговый кодекс. Ставки по некоторым налогам снизились. К примеру, стандартная ставка НДС, которая образует более 40% налоговых поступлений бюджета, снизилась с 18% до 15%. Правительство Таджикистана в 2022 году рассчитывает на увеличение доходов бюджета страны на 19,4%. Доходная часть бюджета утверждена в размере 33 миллиардов сомони. Основным источником пополнения бюджета Таджикистана всегда являлись налоги, среднегодовая доля которых в доходах главного кошелька страны за последние десятилетия составляла 68%. Импорт нефтепродуктов в Таджикистан за 7 месяцев текущего года составил свыше 411 тысяч тонн, что почти на 27% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает Статведомство республики. При этом цены на нефтепродукты беспрецедентно выросли. Отмечается, что импорт нефтепродуктов по стоимости увеличился на 80%. Вышеуказанный объем обошелся таджикским поставщикам в $338,5 миллионов. Доля нефтепродуктов в общем объеме импорта Таджикистана в январе-июле этого года выросла до 12,2%. В соответствующий период 2021 года это было 8,5%. По данным антимонопольного ведомства республики, около 90% нефтепродуктов импортируются из России. Еще около 6% данной продукции приобреталась в Казахстане и сравнительно незначительная часть в Узбекистане, Беларуси, Азербайджане. Главным поставщиком нефтепродуктов Таджикистан является ОАО «Газпром нефть Таджикистан», на долю которого приходится около половины от общего объема импорта топлива. Власти не объясняют причину роста импорта, но эксперты считают, что это связано с отношениями с соседскими странами. Согласованный на 2022 год объем льготных энергоносителей составляет, как и в прежние годы, 830 тысяч тонн, однако фактически импорт льготных российских ГСМ в предыдущие годы не превышал 600 тысяч тонн. Согласно статданным, розничные цены на ГСМ в Таджикистане в августе повысились на 1,3%, в основном за счет удорожания дизельного топлива на 6% и сжиженного газа 2,1%. С начала 2022 года дизтопливо на заправочных станциях республики подорожало на 17,9%, а бензин и сжиженный газ, наоборот, подешевели на 0,1% и 15,9% соответственно.
Таджикистан импортировал в январе-мае текущего года около 28 тысяч тонн муки и 463 тысячи тонн пшеницы, сообщает об этом агентство по статистике при президенте страны. Объем поставок муки в республику увеличился за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 10%, а ввоз пшеницы сократился на 10,8%. Импортная стоимость муки выросла по сравнению с январем-июлем прошлого года на 50%, а пшеницы на 22%. Общая импортная стоимость муки, ввезенной в Таджикистан в январе-мае этого года, составила свыше 10,2 миллионов долларов, а пшеница более 155,2 миллионов долларов. Доля муки в общем объеме импорта Таджикистана за этот период составила 0,4%, а пшеницы 5,6%. По данным антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан, около 98% муки и пшеницы ввозятся в республику из Казахстана. Согласно данным статведомства, розничная стоимость пшеничной муки первого сорта в торговых точках республики выросла на 28%. Азиатский банк развития одобрил дополнительное грантовое финансирование в размере 38 миллионов долларов для проекта по восстановлению и расширению устойчивой к изменению климата инфраструктуры, водоснабжения и санитарии в городе Душанбе, укреплению институционального потенциала государственного предприятия водоснабжения и канализации Душанбе водоканал. Как сообщает представительство Азиатского банка развития в Таджикистане, этот грант дополняет грант АБР в размере 41,18 миллионов долларов, утвержденного в 2018 году для улучшения системы водоснабжения и санитарии в столице Таджикистана. Система водоснабжения и канализации в Душанбе, население которого по оценкам составляет 916 тысяч человек, ухудшились из-за старения, отсутствия капитальных вложений и неадекватного технического обслуживания. Недостаточное понимание населения вопроса водосбережения в сочетании с низкими тарифами привело к значительным потерям воды. Услугами канализации обеспечены только около 70% населения Душанбе.